Всем привет! Прошу написать, все ли слышно, видно. Здравствуйте, слышно? Хорошо. Ну, давайте на часах 14 часов. Предлагаю начать. А, Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня среда, 15 апреля, на часах 14 часов, значит, на YouTube-канале Единого ресурсного центра начинается очередной прямой эфир. Предыдущие эфиры наших экспертов вы можете посмотреть на нашем канале. Все они доступны и сохранены, поэтому выберите для себя удобное время, обязательно зайдите и посмотрите наши эфиры. Давайте знакомиться. Меня зовут Надежда Наговицына. Я являюсь координатором Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Тема сегодняшнего эфира – это как реализовать проект в условиях карантина. Но перед тем, как приступить к обсуждению этой темы, я бы хотела напомнить, что сегодня 15 апреля, а значит, сегодня нужно нам всем сдать отчетность некоммерческой организации Министерства юстиции Российской Федерации. Если вы это уже сделали и сдали отчетность, то вы большие молодцы. Если вы еще не сдали отчетность, то мы предлагаем вам 3 способа сдачи отчетности. Первый способ – это отправить по электронной почте в Управление Министерства юстиции России по Республике Саха-Якутия. Второй способ – это отправить отчетность через портал НКО. Эти 2 способа наиболее безопасны и оптимальны в нынешней нашей ситуации. И есть следующий, третий способ, который, если вы не воспользуетесь 2 предыдущими способами, то вы можете в бумажном виде сдать отчетность по адресу улица Амосова, 18 и положить его на первом этаже в почтовом ящике. Из федеральных новостей 27 марта Общественная палата Российской Федерации запустила горячую линию для третьего сектора, для нас, для некоммерческих организаций. Называется она «Вместе НКО». Инициатором проекта является Елена Тополева, руководитель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. И Елена Тополева, а также организация этой горячей линии, Общественная палата Российской Федерации призывает всех нас, некоммерческие организации, активно принять участие в этом проекте. Наша задача – позвонить по горячей линии 8 800 737 77 66. Повторяю, 8 800 737 77 66. Позвонить по этому телефону по московскому времени и задать рассказать про свою ситуацию, в какую ситуацию вы попали, в какие трудности вы встретились и какие формы поддержки вы бы хотели получить. Общественная палата, исходя из полученных проблемных вопросов и из тех форм поддержки, в которых нуждаются некоммерческие организации, они проанализируют ситуацию и предложат те или иные меры поддержки для некоммерческой организации в органы власти. Поэтому просим принять активное участие и позвонить по этим телефонам. Позвонить по этим телефонам можно будет с понедельника по вторник с 9 часов утра до 6 часов вечера по московскому времени. В пятницу горячая линия будет работать у нас с 9 часов утра до 16 часов 45 минут по московскому времени. Из наших новостей, оригинальных новостей, можно так сказать, на почту нашего Единого ресурсного центра, возможно, и среди вас есть такие, поступило официальное письмо из фонда президентских грантов, как победителю фонда президентских грантов, а также как организации, которая успешно завершила реализацию проекта, то есть сдали успешную финансово-аналитическую отчетность.
То есть мы получили официальное письмо от фонда с указанием, что наши проекты успешно завершены, и мы теперь приступаем к следующему этапу. Это экспертизы проекта на портале оценка.грант.рф. Поэтому наши проекты будут подлежены к экспертизе. Группа экспертов из Фонда президентских грантов, Общественной палаты, представителей власти федеральных и региональных уровней, а также руководители реализуемых и завершенных проектов Фонда президентских грантов будут оценивать наши проекты. Кроме того, к экспертной группе присоединяются наши благополучатели, ваши благополучатели, а также все неравнодушные граждане. По итогам экспертиз проекта будет определен топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. Напоминаю о том, что этот конкурс Фонда президентских грантов был начат в 2017 году. И, естественно, те проекты, которые были реализованы в 2018 году, реализованы были в 2019 году, в 2018 году точнее, они все прошли экспертизу проектов на сайте оценка гранта РФ, и, соответственно, 100 лучших проектов были отобраны, и с ними мы можем ознакомиться также на сайте Фонда президентских грантов. Теперь пришла и наша очередность, и мы, успешно завершившие проекты, и вы также имеем возможность, имеем шанс стать одним из тех организаций, которые реализовали лучшие проекты. Вот, поэтому обратите внимание на это письмо. К письму прикреплена инструкция, как создать карточку проекта на этом сайте. Этот вопрос обязательно надо будет успеть отработать до 20 апреля. Поэтому обязательно проверьте свои почты, если вы являетесь победителем Фонда президентских грантов и успешно его завершили. Из наших новостей. Алмаз-Энергетбанк, который объявил 5 марта свой первый грантовый конкурс для некоммерческой организации, объявляет о продлении конкурса в связи, конечно, с нынешней сложившейся ситуацией. Конкурс был объявлен впервые для некоммерческой организации. Мы все прекрасно об этом, несколько раз об этом информировали на нашем сайте, и на сайте Алмаз-Энергетбанка, и на наших социальных сетях. Конкурс проходит по 4 направлениям конкурса. Направления конкурса, они сами о себе говорят. Это старшее поколение, здоровое поколение, детство без границ и чистая среда. Сумма гранта составляет от 25 до 50 тысяч рублей. Если у вас возникли вопросы, конечно, вы можете обратиться и к нам, и Алмаз-Энергетбанку, и обязательно мы с вами свяжемся и ответим на ваши вопросы. Конкурс продлен до 30 апреля. Следующая новость звучит следующим образом. Наша команда Единого ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций на следующей неделе запускает большое исследование потенциала гражданского общества. Это исследование будет проведено с использованием Google анкетирования. Конечно, будут применены и другие альтернативные, удобные для вас формы, способы проведения анкетирования. Исследование будет охватывать наибольшее количество некоммерческих организаций республики с охватом всех 34 муниципальных районов и 2 городских округов. Это исследование покажет нам всем, какие имеются проблемные зоны, в какой поддержке нуждаются наши некоммерческие организации. Есть ли у нас идеальные некоммерческие организации? Есть ли вообще такое понятие, как идеальная некоммерческая организация? Есть ли некоммерческие организации, которые находятся в зоне роста, в зоне старта, там, допустим, да, поэтому нам очень будет интересно и на основании этого исследования выработать те или иные удобные и необходимые меры поддержки. Поэтому призываем всех вас принять активное участие, мы об этом обязательно оповестим. Что необходимо для того, чтобы пройти это анкетирование? Нужно время, нужен доступ к интернету, компьютер, ноутбук или даже через телефон можно это будет пройти. И если вы хотите выбрать другой альтернативный вариант по прохождению анкетирования, то, естественно, мы с вами обязательно найдем выход, как это сделать в нынешней ситуации. Я считаю, что выход есть всегда. Предлагаю сейчас уже приступить непосредственно к теме нашего эфира. Это тема звучит следующим образом. Для тех, кто подключился, напоминаю, что меня зовут эфир у нас сегодня на тему «Как реализовать проект в условиях карантина». Меня зовут Надежда Наговицына, я являюсь координатором Единого ресурсного центра.
В большей степени, конечно, мы будем говорить сегодня о тех проектах, поддержанных фондом президентских грантов. Тема достаточно актуальная, требующая прежде всего от нас высокого уровня открытости и гибкости. Про открытость. У каждой организации победителя, у нас у всех есть прикрепленный куратор. Информация о кураторе имеется в ваших личных кабинетах. Там указана контактная информация, фамилия, имя, отчество куратора, телефон куратора. И также имеется отдельная панель «Диалог с фондом», куда вы можете задать вопросы. Сразу скажу, что куратор нам предназначен для того, чтобы мы успешно реализовали проект. То есть достигли те самые количественные и качественные результаты, которые были изначально заявлены. Количественные и качественные результаты у нас достигаются через те механизмы мероприятия, которые мы прописали в нашем календарном плане. Мероприятие реализуется с использованием гранта и с использованием средств нашего софинансирования. Куратору можно позвонить в установленное время. Также удобное время звонка указано в контактной информации о кураторе. Сами эксперты и кураторы рекомендуют обязательно обратиться при любой ситуации, позвонить, написать в диалоге с фондом, позвонить куратору или написать на электронную почту. Чем быстрее вы уведомите фонд, куратора, команду фонда о сложившихся обстоятельствах, о форс-мажорах, о трудностях, которые труднопреодолимы или никак неизбежны, допустим, тем быстрее решится ваш запрос, проблема. Я прошу не доводить ситуацию до крайности. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь принципа открытости. Но, конечно, вы можете обратиться и к ресурсным центрам, и нашему ресурсному центру, но более верным и грамотным ходом событий здесь будет, конечно же, личное непосредственное обращение вас, лично вашему куратору. Теперь про гибкость. Как раз-таки эта компетенция нам сейчас очень нужна, потому что мы сейчас действительно должны очень оперативно и гибко реагировать на ситуацию. Вообще я считаю, что гибкость и стрессоустойчивость – это очень важные и необходимые компетенции для современного мира и времени. Поэтому сейчас как раз-таки мы с вами будем говорить очень много про гибкость, что видоизменить, что трансформировать, какой другой способ применить, где оперативно среагировать. Поэтому гибкость, я считаю, одним из главных принципов нынешней ситуации. Кто же попал в ситуацию, в эту сложную ситуацию? В ситуацию попались те организации, чьи проекты были поддержаны в 2019 году и 2020 году. Результаты последнего конкурса мы узнали совсем недавно, узнали в феврале месяце, и наши новоиспеченные победители организации приступили к реализации проекта только 1 марта. Кроме того, в этой ситуации оказались и те организации, которые реализуют долгосрочные проекты. В связи со сложившейся сложной ситуацией фонд президентских грантов объективно понимает нашу ситуацию, объективно понимает, какими трудностями мы столкнулись при реализации проекта, и поэтому они предлагают, конечно же, быть открытыми и оперативно писать, обращаться к куратору, фонду, как выйти из этой ситуации. Давайте сейчас мы детально рассмотрим те изменения, которые произойдут, но давайте я немножко остановлюсь на организационных моментах. Мы сейчас будем говорить про изменения, которые произойдут, мы вынесем в изменения, скорее всего, у нас будут внесены в заявки в проекте. Немного поговорим про финансы, и у нас останется время на ответ на вопросы. Начнем со сроков реализации проекта. Давайте относиться к этой ситуации более оптимистично и надеяться на то, что действительно ситуация скоро разрешится, мы выйдем из самоизоляции и будем совсем скоро активно реализовать свои замечательные проекты. Сроки реализации проектов указаны в ваших договорах.
прежде всего. Но они также крайний срок реализации проекта, имеется ограничение, они указаны у нас в положении о конкурсе. Каждый этап конкурса, первый этап конкурса 2019 года, второй этап конкурса 2019 года, они все имеют разные сроки реализации, то есть конец реализации проекта, он другой. Если мы берем проекты, которые поддержаны были в 2019 году, то они должны быть реализованы до 31 декабря 2020 года. Будем надеяться, что ситуация до этого времени разрешится, мы успеем очень много сами сделать. Проекты, которые были поддержаны по итогам первого конкурса 2020 года, о которых мы узнали только в феврале, они должны быть реализованы до 31 августа 2021 года. Поэтому времени тоже есть достаточно. Те проекты, которые будут только-только мы подали до 6 апреля, и результаты которых будут известны не позднее 15 июня, им предоставляется возможность реализовать проекты до 31 декабря 2021 года. Конечно, исключение здесь составляют долгосрочные проекты. Итак, давайте поговорим о том, как реализовать проект и, соответственно, составлять отчет по нему. Проект реализуется мероприятиями, которые у нас указаны в календарном плане. На каждом мероприятии мы достигаем количественные и качественные результаты. Мы должны их достичь или попытаться их достичь максимально. Каждое мероприятие должно быть проведено в определенном договоре ключевой контрольной точкой. К примеру, ключевая контрольная точка может быть определена как 30 апреля 2020 года. И тут у нас с вами, естественно, возникают трудности. Во-первых, мы не можем организовать это мероприятие, потому что сейчас ситуация карантина, у нас запрещены очные массовые мероприятия. Что делать? Первый вариант, который предлагает и фонд президентских грантов, и который мы предполагаем, это перенести мероприятие на онлайн-формат. Это может быть разная платформа онлайн-мероприятий. Естественно, специфика проекта, специфика целевых групп, она разная. Все индивидуально. Поэтому все эти вопросы нужно будет, конечно, отработать с куратором, выйти на связь и написать предложение, как поменять, какие сроки, каким способом реализовать тот или иной проект. Есть разные площадки проведения онлайн-мероприятий. Вам многое известно. Это Zoom, Discord, YouTube-канал, разные площадки вебинаров. И если эти мероприятия, конечно, мы можем реализовать, если это позволяет нам интернет-трафик и качество связи. Если вы переносите мероприятие на онлайн-формат, естественно, у нас какая же отчетность здесь возникает? В любом случае, вне зависимости, проводите ли вы мероприятие в онлайн-формате, проводите ли вы мероприятие в очном формате, мы все должны сдать отчетность. Какие же отчетные документы должны быть в любом случае? Первое – это список участников вашего мероприятия. К примеру, у нас есть целевые группы нашего проекта – это некоммерческие организации, активные граждане, инициативные группы, специалисты органов муниципальной власти. Если мы проводим мероприятие, то мы, естественно, составляем список наших целевых групп, которые фактически присутствовали на данном мероприятии. Если вы проводите онлайн-мероприятие, естественно, те люди, которые приняли участие у вас на Zoom-площадке, в YouTube-канале, вы должны составить список этих людей. В списках обязательно должны быть, в шапке списка должны быть указаны дата проведения мероприятия, название мероприятия, можно указать онлайн-платформу, где она проводится, с использованием какой онлайн-платформы, а также надо будет указать название мероприятия. Вот. И этот список документов – это ваш первый отчетный документ, который будет необходим в аналитическом отчете. Второй отчетный документ, который у вас автоматически возникает, вне зависимости, как вы ее проводите, онлайн или очно, то это программа мероприятия. Сценарий, повестка, как она у вас прописана в заявке, в проекте или как вы ее предполагаете. Программа мероприятия также должна содержать название мероприятия,
дата проведения этого мероприятия, время проведения этого мероприятия, а также какие вопросы были подняты на это мероприятие, вообще что за это мероприятие, кто выступал, кто докладывал какую-то информацию, обязательно должны быть указаны список тех лиц, кто принимал участие в этом мероприятии, тема доклада, выступления, допустим, или мастер-класс по отработке каких-либо навыков, то есть все они должны быть прописаны. Это ваш следующий отчетный документ. Также к отчетным документам у нас относится вся наглядная информация, все презентации, которые вы применяете в работе. Это идет в плюс. То есть все эти материалы, они тоже являются отчетными документами. Что делать, если качество, трафик интернета, скорость не позволяет провести онлайн-мероприятие? К примеру, ваша целевая группа проживает в той зоне, где очень слабый интернет. К примеру, это может быть арктическая группа районов. Да, мы сейчас тоже находимся в аналогичной ситуации и продумываем разные пути. Если ситуация действительно будет обостряться или сроки карантина будут продлены, то, естественно, мы будем прибегать и к другим способам. Поэтому все эти вопросы, другие способы, это будет рассылка видео, это будет там сохранение видеофайлов в диске, в USB-носителях или его передаче, или файлы надо будет загрузить на сайте, и целевая группа будет заходить на наш сайт и посмотреть эти видео, развивать свои компетенции. То есть здесь в каждой ситуации, конечно же, индивидуально все, во-первых. Во-вторых, все должно быть отработано с вашим куратором непосредственно, и вы должны куратору именно отработать этот вопрос не тогда, когда вы уже ее провели, а именно тогда, когда вы еще находитесь на стадии выбора того или иного способа. Обязательно надо отработать с куратором. Что еще можем мы сказать, да? То есть есть поэтому разные способы выхода из ситуации, это надо все отработать. Я сейчас смотрю вместе с нашей командой и с нашим руководителем разные формы, можем ли мы провести это мероприятие на Телеграме, на WhatsApp, разными там короткометражными видео, да, то есть все эти вопросы мы сейчас рассматриваем. И вы также не сидите, вы также, как говорится, отрабатываете разные выходы из ситуации. Естественно, все, помимо того, что, как сказать, так как мы проводим теперь онлайн-мероприятия в связи с нынешней ситуацией, как же отчитаться перед фондом? Если раньше мы прилагали замечательные яркие фотографии к отчетности и действительно нам верили или отправляли видео наших мероприятий, то сейчас достаточно сложная ситуация, но фонд президентских грантов эту ситуацию понимает, поэтому они предлагают несколько вариантов выхода из ситуации. Во-первых, это можно сделать скриншоты видеоэфиров, а также вот все эти видео мы можем сохранить на наших платформах. Естественно, вот эти вот видеоматериалы, мы их все не можем закачать на нашем личном кабинете, в аналитическом отчете. Нет, мы этого делать не можем. И поэтому мы предлагаем вам простые способы, как сохранить видео с большим форматом и отчитаться перед фондом президентских грантов и тем более прикрепить в аналитическом отчете. Первый способ – это на ваших электронных почтах имеется такая функция, как облако. Mail облако, Яндекс облако, и можно абсолютно спокойно сохранить это видео. Естественно, ваша электронная почта должна быть защищена с надежным паролем. Это видео можно закачать туда. И, естественно, обязательно не забудьте там поставить галочку о том, что вы открываете доступ. Иначе эксперты не могут посмотреть на ваши видеоматериалы, и отчеты могут и не быть и не приняты. Вот. Следующий способ, как отчитаться перед фондом онлайн-мероприятиями, это Google диски, Яндекс диски. Помимо облака вы закачаете тоже туда, ставите галочку о том, что вы открываете доступ, и также берете вот эту ссылочку и прикрепляете к аналитическому отчету. То есть вот таким вот образом нам придется выйти из этой ситуации.
Теперь про фотоматериалы. Те же самые скриншоты видеоэфиров. Вы можете кого-то из ваших там друзей или даже близких людей, которые сейчас находятся с вами дома на карантине, попросить сфотографировать вас, может быть, сбоку, потому что это, как говорится, тоже выход из ситуации. Мы экспертам фонда доказываем, что действительно мы подключались к этому эфиру, действительно я сидел там перед камерой и вещал целевой группе, допустим, ту или иную информацию. Тоже можно такое же попросить целевую группу, попросить отправить вам скриншоты, где они видят вас, где они получают какую-то информацию в онлайн-формате. То есть все эти фотографии теперь они будут нашими отчетными материалами. Вот. Ну, если ситуация, конечно, скоро разрешится, естественно, мы будем проводить мероприятия, как и проводили ранее, прикреплять к аналитическому отчету те фотоматериалы, которые будут уже засняты в привычном формате. Вот. Про информационное сопровождение проекта. Очень многие грантополучатели забывают про информационное сопровождение проекта. Вы наверняка помните о том, что когда мы заполняли наши заявки на конкурс, то мы там заполняли раздел, как будет происходить информационное сопровождение проекта, кто является нашим информационным партнером. То, естественно, об этом стоит не забывать. И если вы провели то или иное мероприятие, ход реализации проекта должен быть освещаться на ваших социальных сетях, на вашем сайте, на сайте ваших партнеров, а может быть и на сайте, на портале республиканских медиа каналов, да. Вот. И как раз-таки сейчас те организации, у которых нет сайтов, есть время, которым вы можете воспользоваться и приступить к разработке ваших сайтов. Если вы смотрели наши предыдущие эфиры, то от 2 апреля на нашем канале есть видео с участием нашего друга, эксперта фонда цифровых решений Жанны Котовой, которая очень подробно нам рассказала про возможности онлайн-портала «Моя Россия», и там вы можете действительно воспользоваться этими ресурсами и создать свой сайт. И там же на сайте, кстати, можно запустить и, как говорится, сохранить ваши видеоуроки. То есть это тоже, как говорится, отрабатывается вашим куратором до проведения мероприятий. Помимо того, что мы вносим изменения в формат проведения мероприятия, мы сейчас сталкиваемся с вопросами изменения сроков проведения мероприятий. Сроки мероприятий могут быть перенесены. И к этой задаче изменения сроков реализации проекта мы прибегали и до текущей ситуации. Да, у нас случается форс-мажорная ситуация. Рейсы отменялись, допустим, или целевая группа не может подъехать к назначенному месту времени, потому что там с дорогой что-то связано, допустим. Да, то есть такие ситуации у нас возникали. Поэтому, в принципе, эта ситуация решаемая, и главное вовремя решиться, когда вы это будете проводить. Сроки могут быть перенесены, но, конечно же, каждый проект индивидуален, специфика она совсем другая, и целевые группы могут быть разные. Естественно, есть трудности. Например, если у вас целевая группа является люди, дети с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, возьмем группу слабослышащих, слабовидящих людей, детей. То, естественно, если у вас предполагалось в рамках проекта реализовать проект, так скажем, проведение арт-терапевтического мероприятия, естественно, оно будет перенесено. Я, например, не представляю, как провести с этой группой людей с ограниченными возможностями детей вот такую форму работы. Или в рамках проекта у вас целевой группой предполагалась работа по медитации, например, да, или лечебный массаж предполагался со старшим поколением или с кем-нибудь, да, со спортсменами. То, естественно, это онлайн невозможно провести, и, соответственно, такие вот мероприятия, они будут перенесены на определенный срок. И давайте тоже надеяться о том, что совсем скоро ситуация разрешится, и мы можем провести наши мероприятия очно с нашими целевыми группами. Поэтому эти вопросы тоже надо будет работать с вашими кураторами. Кроме того,
эксперты рекомендуют поменять этапы мероприятия проекта местами. То есть как? Допустим, к примеру, мы возьмем о том, что у вас летом или осенью предполагается проведение мероприятий, предполагающие без участия целевыми группами. К примеру, разработка методического пособия, создание интернет-портала, или это может быть составление базы данных, допустим. Вот те мероприятия, которые не предполагают активно работать с целевыми группами, вы можете перенести сейчас. И в условиях карантина, в домашних условиях вы можете это сейчас отработать. То есть такая альтернатива тоже предполагается, и вы можете сейчас уже начать переговоры с вашим куратором, непосредственно уже в них вносить изменения. Вот. Но, естественно, наш регион, республика имеет свои особенности. Это сезонные, я скажу, там ограничения, допустим, лето у нас заканчивается очень быстро. К примеру, те мероприятия, например, те же самые лыжи, коньки, например, если они были предусмотрены в марте месяце, но не дореализовали, например, мероприятия, но их можно перенести, допустим, половину мероприятий можно перенести в октябре или в ноябре, если, дай бог, ваш проект еще не завершился. Вот. Ваш проект разбит на определенные этапы. Как правило, этапы, они разделены по 3 месяца. В некоторых ситуациях есть проекты, которые разбиты по 4 месяцам. То есть после каждого 3-го месяца или 4-го месяца у вас наступает период отчетности. К примеру, у вас проект может завершиться, 31-й этап проекта может завершиться 30 марта 2020 года, отчетным периодом у вас будет 10 дней, первые 10 дней апреля. С 1 по 10 апреля у вас является отчетным периодом. То есть, как правило, этапы – это 3-4 месяца. За каждым этапом следует отчетный период. Как правило, это до 10 числа месяца следующего нового этапа. Это говорит о том, что вы составляете отчет в этот период, но не обязательно. Отчет можно сдать по мере проведения мероприятий. И это более такой оптимальный, такой удачный вариант, когда вы экономите время, грамотно распределяете время, провели мероприятие, зашли в свой личный кабинет, в панель отчетности, прикрепляете туда все ваши ссылки, материалы, фотографии и пишите о том, что вы достигли каких-то количественных и качественных результатов. Вот. И такое можно сейчас сделать. Вот. Потому что время, как мы понимаем, это действительно сейчас самый дорогой такой ресурс. В аналитическом отчете, как только вы открываете, будут указаны ключевые контрольные точки. Каждая ключевая контрольная точка, она содержит по нескольким мероприятиям. Что такое ключевая контрольная точка? То есть это дата, на которую вы должны реализовать те мероприятия, которые у вас прописаны в этой контрольной ключевой точке. Если будут изменены, если у нас, что мы делаем в аналитическом отчете? Мы заходим туда, выбираем соответствующий этап проекта, заходим в аналитический отчет, и мы начинаем вносить данные по контрольной ключевой точке. Естественно, если мы раньше особых трудностей не встречали в ключевых контрольных точках, то здесь мы, естественно, уже встречаемся с некоторыми трудностями. Мы уведомляем куратора о том, что здесь этой ситуации у нас ключевая контролька изменена. Ставим уже не ту дату, которую у нас предполагал, а ту фактическую дату, которая у нас уже возникла из этой ситуации. И в комментарии мы записываем информацию о том, что мероприятие перенесено и проведено с применением там онлайн-платформы, да, или онлайн-формата. Вот. Что еще? Также в описании содержания мероприятия мы прописываем уже форму по проведению мероприятия, потому что мы с вами не провели семинар, мы можем провести вебинар. Соответственно, мы пишем о том, что мы сейчас
провели вебинар, онлайн-мероприятие было видоизменено. То есть об этом обязательно надо будет указать в описании содержания деятельности по проекту. Если вы в рамках реализации проекта принимаете участие в различных других мероприятиях, но связанных с проблемами проекта, с которой вы решаете, целевой группы, там это могут быть разные круглые столы, общественные обсуждения, конференции, куда вас приглашают, то эти мероприятия не надо добавлять в описание основного содержания проекта. Для этого имеется дополнительная панель, как называется, на дополнительные комментарии. Вы туда уже заносите вот эту информацию, и это также идет в плюс. Дальше вы заносите уже ваши мероприятия, ключевые контрольные точки, используя кнопку «Панель. Добавить мероприятие». Вы добавляете мероприятие, прописываете, что вы там провели, на какую дату проведено мероприятие, в сроки ли, или действительно ключевая контрольная точка была изменена, ставите фактическую дату реализации мероприятия и заносите туда количественные данные. Как только вы занесли ключевые контрольные точки мероприятия, автоматически в аналитическом отчете появляется поле для обзора фотографий мероприятий. То есть вы фотографии тоже автоматически ее не заливаете, не прикрепляете эти фотографии. Каждая фотография должна прикрепляться именно в той конкретной зоне прикрепления. Фотография должна прикрепляться именно в соответствии со своим мероприятием. Например, мероприятие состоит проведение мастер-класса, допустим, вы туда прикрепляете фотографии, только связанные с мастер-классом. Если у вас стоит мероприятие конференции, соответственно, вы прикрепляете там только те фотографии, которые связаны с проведением конференции. Вот. Очень важно, чтобы где-то у вас имелся логотип фонда президентских грантов. Это приветствуется, когда вы как участник проекта фонда президентских грантов, вы ее используете. К примеру, мы ее использовали в нашем конструкторе, мы использовали логотип фонда президентских грантов. Инструкция, как использовать логотип фонда президентских грантов, она имеется на сайте, можно с ним ознакомиться. Напоминаю о том, что логотип могут использовать только победители фонда президентских грантов и сам фонд президентских грантов, потому что это правообладателем логотипа является сам фонд президентских грантов. Вот. Поэтому иные организации, учреждения, органы власти не имеют права использовать без разрешения фонда президентских грантов данным логотипом. Что теперь касается документов и файлов. Файлы у нас все должны иметь PDF-формат. Как преобразовать в PDF-файлы в условиях карантина, когда у нас под рукой нет сканера, принтера, а может быть у кого-то нет и вообще интернета. Есть несколько простых способов. Есть специальные приложения, которые вы можете закачать на телефон. Скачать это приложение, действительно в телефоне, сфотографируя ваши документы, вы можете документы абсолютно быстро и качественно преобразовать в PDF-файл и с телефона же ее прикрепить. Вот. Если вы имеете доступ к интернету, если вы имеете компьютер или ноутбук, то, естественно, вы можете ее преобразовать на любых сайтах, которые доступны в поисковике. Также некоторых телефонов последних версий уже эта функция является встроенной. Поэтому обратите внимание на свой телефон, посмотрите и поищите. Действительно, может быть, и ваш телефон имеет такую функцию. Вот. И крайний такой безвыходной такой вариант, когда вы вообще действительно не владеете, не смогли сдружиться тем или иным приложением или с интернетом, или с компьютером, то, естественно, фонд президента гранта понимает, что в условиях домашних условиях, в условиях карантина вы не можете действительно преобразовать документ в PDF-файл, но вы их сделали, поэтому на сайте
в вашем личном кабинете все эти документы в исходном формате, PowerPoint, Word файл, допустим, Excel файл, вы их можете прикрепить в диалоге с куратором. Естественно, здесь нужно, как говорится, уведомить об этом куратора, что вы не можете ее действительно представить в том виде, который требуется. Но давайте же здесь уважать друг друга, прежде всего уважать куратора, и не надо здесь автоматически все файлы прикреплять, потому что прикреплять файлы там, без названия или без переименования, допустим, да, все файлы должны быть грамотно переименованы названиями мероприятий, с датами мероприятий, для того, чтобы куратор действительно имел представление, какие файлы, каких мероприятий вы отправили, а не сидеть там и открывать и понимать, что вы отправили. Вот. Ага. И следующее изменение, которое действительно может быть внесено, но мы надеемся, что к этой ситуации мы не прибежим, это отмена мероприятия. Надеемся, что наша ситуация разрешится, и наши некоммерческие организации найдут оптимальный выход, и отмена мероприятий не произойдет. Но, в принципе, этот вариант в принципе, может быть. Что касается финансового отчета. С отменой некоторых мероприятий очных у нас, конечно же, будут не реализованы, да, так скажем, не освоены расходы на проведение мероприятий, на командировочные расходы, на расходы на аренду оборудования, может быть, да, то здесь, конечно, все финансовые вопросы, они решаются согласием фонда. Как вносить изменения, мы об этом сейчас поговорим. Если очень много вопросов к нам в фонд, ресурсный центр поступает по поводу там, оплаты труда работников, привлеченных специалистов по договору гражданско-правового характера. Но все эти вопросы надо будет работать также с фондом. Как внести изменения, мы сейчас об этом поговорим. Но мы все знаем о том, что мы действуем тоже согласно трудовому законодательству действующему, поэтому нежелательно прибегать к снижению или отмене заработных плат. Вот. И каждый вопрос, конечно, он индивидуален. Если действительно ваш специалист куда-то уезжает или там находится в самоизоляции или находится на территории, где нет интернета, естественно, этот вопрос надо будет с каждым отработать индивидуально. Вот. Как вносить изменения? В вашем личном кабинете имеется порядок внесения изменений и образцы запросов на внесение изменений. Они были и до этой ситуации текущей. Может быть, мы раньше на них не обращали внимания, то сейчас действительно на досуге надо будет с ними ознакомиться. Есть изменения, которые требуют согласования с фондом. Это если изменение касается изменения контрольных ключевых точек, если изменения касаются бюджета и если это касается изменения сроков реализации проекта и размеров траншей, поступления средств. Все эти вопросы обязательно должны быть согласованы с фондом. Это вопрос, как он отрабатывается? Этот вопрос отрабатывается строго с вашим куратором. Куратор здесь вам помогает грамотно составить письмо обращения Фонда президентских грантов с предложениями, как вы будете менять ключевую контрольную точку, как вы будете менять бюджет, почему у вас меняются сроки реализации с обоснованием. Фонд это рассматривает и принимает решение. Может быть, он принят два решения. Это может быть дополнительное соглашение, которое вы будете дополнительно подписывать с Фондом президентских грантов, а также либо просто учет изменений для отчетности. Почему подписывается дополнительное соглашение? Дополнительное соглашение подписывается в случае внесения изменений, превышающих 25% от согласованных условий в бюджете и в графике отчетности и платежей. Если это условия превышают 25%, естественно, фонд подписывает с вами дополнительное соглашение. В другом случае он вас официально уведомляет, и этого достаточно для продолжения реализации проекта и отчетности. Изменения, которые не обязывают вас согласования с фондом, но
вы должны обязательно уведомить куратора. Это изменения, которые происходят в вашем календарном плане, но в пределах одной контрольной точки, ключевой точки. Если это касается расходов, связанных в рамках одной статьи, и содержание расходов, если действительно у вас меняется там поставщик ваших там продуктов, товаров, либо вы меняете модель оборудования, которое вы планируете приобрести. И если у вас меняются банковские реквизиты, что бывает крайне-крайне редко, когда у вас меняется там место проживания, да, то если там меняется ВИК, то это крайние случаи, то есть здесь вы должны обязательно уведомить куратора. Вот, наиболее, как говорится, кратко я могу рассказать вот таким вот образом, что вся ситуация, она, в принципе, разрешима. Да, ее можно перенести на какой-то определенный срок, но не доводить ситуацию, опять-таки, до крайности. Обязательно быть на связи с вашим куратором и ресурсными центрами. К нам можете обратиться за консультацией, и мы все вместе в открытом таком доступе поможем вам решить ситуацию. Давайте перейдем к вопросам. Как победители, первый вопрос, как победители президентских грантов внести изменения в проект? Мы только что об этом сказали, что внести изменения в проект можно согласно порядку внесения изменений, которые прописаны, имеются у вас в личном кабинете. В связи с карантином передвинулись сроки реализации проекта. Сроки реализации проекта можно перенести, мероприятие можно перенести, и это, в принципе, возможно, в зависимости, в какой контрольной точке она находится. Если сроки реализации проекта находятся в одной контрольной ключевой точке, повторяюсь, то они могут быть просто уведомлены кураторы, и вы можете абсолютно в рамках одной ключевой точки это сделать. Если это выходит за пределы ключевой контрольной точки, то, естественно, вы пишете письмо предложение фонда президентских грантов, и вам в составлении этого письма помогает ваш куратор. Что делать, если опоздал по срокам мероприятия? То же самое. Обязательно надо будет уведомить куратора. Если это также в рамках одной ключевой точки, то здесь какого-то там кризисного случая нет. Упустил немного момент про отчетности Минюста. Сегодня последний срок отчетности Министерства юстиции некоммерческих организаций. Сроки, они не были, как говорится, не были перенесены. Нам сегодня всем надо будет сдать отчетность. Еще раз повторяюсь, у нас имеется 3 способа сдачи отчетности: через электронный портал НКО, через электронную почту управления Министерства юстиции России по Республике Саха-Якутия, а также через почтовый ящик на Амосова, 18 в бумажном виде. Если, то как можно сдать отчет? Да, я этот вопрос ответила. Карантин сильно меняет все возможности. Да, действительно так. Ну, нам приходится опять-таки реагировать здесь, надо будет реагировать оперативно и гибко, и находиться в открытом таком доступе. Вот. Но на этом, я думаю, нам следует, как говорится, завершить эфир. Эфир будет сохранен, он будет в доступе. Желаю всем крепкого здоровья. Пользуясь случаем, передаю большой привет моей команде, нашей команде Единого ресурсного центра, с которым мы давно уже не видимся. Работаем в удаленной системе. Всем вам, нашим друзьям, коллегам, некоммерческим организациям желаем успеха, удачи и, конечно же, крепкого здоровья. Мы всегда готовы вам помочь и ответить на ваши вопросы. Если вопросов нет, благодарим, пожалуйста. Спасибо. Всем доброго дня. До свидания.